его все. Вот, тут вот бодыльник этот, года 3 уже не сеет. Я в прошлом году вызывал сюда госконтроль. Вот тут уже 250 гектар, года 4 не сеялось. Я в прошлом году вызывал сюда госконтроль. Они приезжали, мы на этом месте самым встречались. Сказали, все посеется, все уберется. Тут навоз раскинется. Так он спрятан за горой, так и не раскинутый. Это так и остался. Вот какой бодыльник тут теперь и растет. Они попробовали что-то трошки косить, так и не косили. Была госконтроль, сказала, что мы уберем все будет посеяно. И так оно ничего не посеялось. Мы осенью встречались на этом самом месте, там он на углу. Встречался госконтроль, с Гомеля приезжали, я вызывал. И так и никаких мер они не приняли. И со Жлобинского райисполкома тут были. Они сказали, все, взяли под контроль. С райисполкомовского, Жлобинского райисполкома говорили, мы возьмем под контроль этой женщины, что с Гомеля приезжала, с госконтроля. Мы проконтролируем, так никто тут и ничего не сделал. Но оно как-то жалко, я еду к тёще в гости, но еду, смотрю на этот бодыльник. Ну как-то и все едут, смеются на этот бодыльник, как-то жалко ж. Но сельское хозяйство умирает. Да, я даже не знаю, 3 года такого. От дорог все посеют, где по асфальту, где начальники ездят, там все посеют. А как заглянуть сюда, все бодыльником растет. Тут хорошие поля, я когда в колхозе работаю, тут торфяники, тут все растет. Ну тут все пахалось и сеялось. Я тут сам работал на этих полях. Яма зараз закрита. Одна закрытая, там где не нашли. Все поросло такое, я не знаю, тут полез вообще. Они его прячут каждый год. Тут с горы не видно ничего. Прячется. Тут лежит навоз. И он уже тут, года 2 точно лежит, потому что, видно, что успел трошки перегнить. Вот там, где крапива, там тоже везде навоз зарос, уже не видно. И вот должны же каждую весну раскидывать, удобрять землю. А они, вы бачите, все заросло, поля пустые, никто, нема в них техники. Но не техники тут нема, а рабочих. Никто не может работать с директором. Ну, надо ж куда-то сховать, чтобы них бачили. По документам он же должен быть раскидан, его нема нигде. А так они сховали его, и все, заросло, и не видно ничего. Это когда был прошлый директор, тут все сеялось. Вот, даже до этих гор, все, до деревни. Все, гора это, все там, все. Тут навоза не было. А сейчас навоз негде вывозить, там все, там начальство ездит возле дороги. Так они его с горы спрятали тут и вывозят всегда сюда. Вот эту сеялку со Стрешина спрятали. Уже лет 5 она тут стоит. И уже разобрали, ни колеса тут нету, ничего. Я в прошлом году у прокуратуры ездил. Прокуратура приехала, посмотрела и поехала. Это сеялка лизинговая, она не списана еще. Она новая сеялка, и посеяли, может, года 3 только и все. Вот так ее разобрали. Чем они будут сеять? Ну, такой руководитель. Просто нету запчастей, наверное, купить, нету денег у них. Вот они ее со Стрешина сюда притянули, спрятали. Должны обкашивать, на колодках стоять же. А там же даже колес нету. Как ее если разобрали все? Вот это вообще вот этот трактор уже год стоит. Дали двигатель в ремонт, так и двигатель не могут забрать. А трактор лизинговый по лизингу, ему 5 лет. Вот так его еще и разваливается. Двигатель не могут забрать, вот что и поля не сеются. Одна сеялка, трактор, там еще в Стрешине 3 трактора таких стоит. Ну, в гараже больших, энергонасыщенных, сломанных так само. Где двигатель, где колесо и все. Один вот этот вот, что трактор за углом стоит, вот и он исправный, потому что там тракторист. Такой самый нормальный пенсионер. А так все развалено. Этот вот новый трактор, ему 5 лет, это самая последняя модификация. А тут что намолотить? Травы?
Да, потом они вот это вот смолотят разом с этим полыном, Да, и и опять опять потом посеять. посеять. Эту сеялку в прошлом году вызываю прокуратуру. Они приехали, все тихо, крыто, все. Приехали, объезд сделали, все.